В Сибае депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров посетил премьеру спектакля по мотивам пьесы народного поэта Мустая Карима «Похищение девушки». Пьеса была написана в 1958 году. Спустя уже год спектакль по ее мотивам был показан в Сибайском театре. И вот через 58 лет вновь премьера, уже глазами современников. Нынешнее представление стало возможным благодаря проекту партии «Единая Россия» «Театры малых городов», запущенном в этом году. Учреждения культуры, участвуя в проекте, получают финансовые средства, позволяющие привести в порядок материально-техническую базу и реализовать новые идеи. Специально для постановки в наш город был приглашен режиссер Национального молодежного театра имени Мустая Карима Азат Диганшин. Целый месяц шла плодотворная работа. Был привлечен весь творческий коллектив Сибайского театра драмы имени Арслана Мубарякова. В итоге аншлаг. Билеты на все дни спектакля раскупили уже заранее. По словам депутата Государственной Думы Зарифа Байгускарова, цель проекта достигнута. Добавим, что на выделенные средства также закуплено световое и музыкальное оборудование, оформлена сцена. Задача партии «Единая Россия», чтобы доступ к культурным ценностям в Российской Федерации имели не только люди, проживающие в крупных городах, но и в малых городах. Вот сегодня это яркий пример. Буквально зал полный прямо аншлаг. Приехали, я смотрю, люди из Хайбулинского района, Баймакского района, из Абзидулского района. И, конечно, вот этот спектакль был поставлен именно на средства, выделенные по инициативе партии «Единая Россия». Всего театру было выделено 5 миллионов 112 тысяч рублей денег. Несмотря на насыщенный график поездки, народный избранник нашел время посетить ряд объектов. Вместе с руководством города Зариф Закирович ознакомился с проделанной работой по строительству тротуаров в поселке Аркаим и освещению улиц поселка Горный, куда в рамках исполнения наказов избирателей были выделены партийные денежные средства. У нас есть ведь такой проект, это исполнение наказов избирателей. По этому проекту нам, депутатам, небольшие средства выделяет из бюджета Республики Башкортостан, поэтому я принял решение, чтобы выделить средства городу Сибаю, именно вот они целевые для того, чтобы установить вот эти светильники в поселке Горный и по улице Молодежная. Вот сегодня вот посмотрели, как это реализовано, установлено, не установлено. Вот мы увидели, что светло. В поселке Аркаим тоже по программе был положен вот тротуар. То есть удобно, потому что люди тоже обращались, неудобно в колясках идти, например, надо выходить либо проезжую часть, либо здесь идти по грязи, поэтому вот сегодня такой тротуар, конечно, хорошо, прекрасно сделанный. Конечно, там кое-что надо будет сегодня посмотрим и доделывать, но это тоже для удобства людей, эта работа тоже и поселок Аркаим тоже будет продолжена. Во время встречи приема граждан сибайцы высказывали свои предложения и пожелания, которые будут использованы в работе депутата. По обращениям некоторым гражданам была дана юридическая консультация. Часть вопросов решена путем телефонных переговоров на месте. Оставшиеся будут рассмотрены и избирателям окажут необходимую помощь в соответствии с действующим законодательством. Лена Кириллова, Гуль Хамитова, Ренат Музафаров, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.